Борис Плотников, являюсь ведущим научным сотрудником Академии наук с 2011 года. До этого работал в музее Мамонта с 2000 года. Занимаюсь мамонтовой фауной, изучением мамонтовой фауны позднего плейстоцена, начиная с среднего плейстоцена. Туда входят такие известные животные, как шерстистый мамонт, шерстистый носорог, сайгак, благородная олень, северная олень, бизоны, овцы-быки и медведи и так далее, которые... То есть мамонтовая фауна, она не вся вымерла, она только распалась, а вот эти остатки, их олени, лошади некоторые, считается, что лошадь, конечно, она вымерла, но есть мнение, что она все-таки якутская лошадь, это является предком. То есть оба мнения имеют право существовать. Бизоны выжили в некоторых местах, сайгаки тоже в Средней Азии выжили. Изучение у нас идет по биологическим методикам, это методика описания, есть специальная методика ведения раскопок, как их проводить, какие промеры брать, какие анализы брать, какие образцы отбирать, растительность, почва, костные останки, допустим, раскопки костных останков и раскопки с мягкими тканями, они отличаются довольно-таки, потому что последних надо сохранять именно в замороженном первозданном виде. Сохраняются эти животные у нас в Якутии в основном, то есть если сравнивать со всей планетой, где находят остатки позднеплейстоценовая фауна, а их находят везде, в Америке, даже в Мексике у них своя фауна, на Аляске, на Северной Америке. А у нас, но у них сохранность не такая, как у нас, потому что у нас многолетняя мерзлота, еще называют вечной мерзлотой, местами она в глубину уходит где-то до километра. И это естественный морозильник, она обеспечивает анаэробную среду для сохранения этих животных. Анаэробная, это то есть безвоздушная, то есть если нет воздуха, то микробов, активность микробов сведена на минимум. И из-за этого сохраняются, но как только это вскрывается естественным путем или искусственным путем, тут же начинаются работать эти бактерии и микробы, которые именно приспособлены для разрушения, для разложения этих таких организмов, для последующих их минерализации. И на раскопки выезжаем мы каждый год. Не было такого года, в летнее время, естественно, не было такого года, когда мы не выезжали. Был единственное в 2005 году, когда я в музее работал, это была большая выставка в Японии, из-за этого у нас экспедиции не было. А так, в течение этих 20 лет мы постоянно выезжаем на поля. Работаем на полях не просто так, то есть не выезжаем просто в пустое место и начинаем искать, это не так. Работаем с местными недропользователями, с местными людьми, которые что-то видят, что-то находят и сообщают нам, у нас с ними договора. И то, что они находят, если что-то уникальное находят, они сообщают нам, мы приезжаем, изучаем это дело, и потом уже там идет цепочка изучения, датировка, анализ, потом конечная это выставка, то есть уже выставление, публичное выставление, и публикация научной работы в научных журналах. Кроме того, допустим, мы приехали на поле, что-то нашли, выкопали его, изучили местность, то есть изучили расположение, как это животное лежит, это очень важно, называется инситу или не инситу, то есть в первозданном виде или не в первозданном виде, то есть происходит захоронение иногда, то есть животное умерло 10 тысяч лет назад, потом 5 тысяч лет назад какой-то оползень был, и животное перезахоронилось. И из этого уже меняется картина. А если не перезахоронилось, там есть существенные такие знаки, факторы, по которым определяется есть смещение или нет. И, допустим, нашли колымского носорога, он был найден инситу, он утонул в болоте, прямо у него положение тела было такое, что голова была поднята вверх, то есть из-за нехватки воздуха она там утонула, и таким образом сохранилась в первозданном виде. И даже изучение всего этого называется комплексное изучение, там изучается почва, споропыльца, растительность, морфология, гистология,
паразитология, ну, в общем, набор вот этих научных дисциплин, которые именно имеют отношение к этому. Но я не говорю, что вот все вот эти вот специалисты ездят туда и добывают вот эти вот, ну, то есть мы вместе работаем. Нет, это не так, к сожалению. Конечно, хотелось бы, чтобы сами специалисты туда ездили, но у нас, ну, финансовые возможности, все упирается на деньги, естественно. Но мы имеем договора с зарубежными институтами, с отечественными институтами Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска и так далее. Вот с зарубежными, вот с Америкой, с Японией, есть контакты с Мексикой и со Швецией, с Великобританией и так далее. Вот, мы соглашаем с ними договора, они обучают нас, как брать, ну, методику нам показывают, как это осуществлять отбор образцов, и таким образом мы как бы за них отбираем эти образцы, потом им отправляем, получаем результаты, пишем совместные публикации. Эти результаты мы можем использовать для своих каких-то наработок, а они могут использовать наши вот образцы тоже для своих каких-то, ну, такой научная коллаборация, так скажем. Вот. Что еще? Ну, в дальнейшем все это описывается, отбираются пробы, отбираются стерильные пробирки пробы для ДНК, для датировки. Потом, если есть возможность перевести эти образцы сразу же на лабораторию, для камеральных исследований, то мы это делаем. Но если нет, то мы ждем зимника, то есть объект ложится в холодное место, обычно в ледник, и уже зимой, зимником, так даже дешевле, потому что самолетом перевозить такие объекты довольно-таки дорого, и очень много нужно документов, чтобы обезопасить людей, потому что там может быть какие-то неизвестные там бактерии или болезни. Это не исключается, естественно. Но отбор ветеринарных образцов, конечно, отбирается на месте, все это проверяется в лабораториях Якутска. Вот. Ну, привезли мы вот этот объект в Якутск, в свою лабораторию, размораживаем его временно, ну, то есть не полностью, а частично размораживаем, чтобы хоть снять какие-то морфологические данные первичное описание, фотографирование профессиональное. Потом, если есть возможность, делаем компьютерную томографию. Таким образом, мы изучаем внутренние органы, внутреннее строение скелета, не нарушая целостности объекта, потому что объект, как бы, он бесценен, он сразу переходит в уровень особых культурных ценностей по законодательству Российской Федерации, и оно не должно быть разрушено или подвержено каким-то таким разрушению, чтобы в целях исследования. Вот. И поэтому разрушение мы делаем минимальное только для отбора проф, а полное изучение именно делается по томограмме. Ну, там в конце, да, допустим, спустя какое-то время, когда уже объект полностью изучен, мы можем его мумифицировать, вынуть какие-то органы, чтобы изучить, потому что там, конечно, томограмма это хорошо, но отечественные томограммы, тем более в Якутске, они довольно-таки устаревшие и неточные. Точность довольно-таки мизерная, поэтому хотелось бы, конечно, мощных аппаратов, которые есть в Японии, допустим. У нас есть коллега Наоки Судзуки, он профессор университета GK, он занимается томографией животных и людей. Вот. И у него стоят, ну, вот последние модели, последние разработки, там 3D, 4D, там все есть, но, к сожалению, вывоз довольно-таки сложный таких объектов. Поэтому он сюда сам приезжает, томограммы делаем, он их описывает и так далее. Вот. Потом уже по этим описанным, по этой томограмме делается полное описание, сравнение с аналогами. Допустим, тех же пещерных львят мы сравнивали с львятами, ну, африканскими львятами, ездили в Крым, там есть зоопарк большой, сравнивали шерсть с африканскими, с ныне живущими львятами, была публикация. Вот. Ну, то есть идет сравнение, потому что, допустим, тот же носорог и мамонт, их сейчас нет, поэтому их сравниваем только с близкими родственниками. Допустим, у мамонта это индийский слон, африканский слон,
У носорога это черный, белый носороги, да, суматранские носороги. То есть у него есть какие-то определенные схожести с этими животными современными. Поэтому и смотрим, почему вот это, допустим, рог у него такой длинный, а для чего он нужен. Смотрим на современных носорогов, а у них рога отличаются. То есть, значит, тип использования, функциональность вот этого рога, она отличается. То есть, да, у носорога был другой, такой-то, такой. Или копыта там большие, значит, он широкий у лошади, значит, она ходила по болотной местности или так. Ну, вот именно из сравнения мы рисуем полную картину, восстанавливаем полную картину вот этого животного, то есть его полный экстерьер. Допустим, сейчас экстерьер это внешний вид. Внешний вид шерстистого мамонта, он полностью восстановлен, потому что есть находки, уникальные находки, где вот, ну, начиная с 1799 года, допустим, вот мамонт Адамса, да, вот начиная от него, там уже был первый рисунок вот этого купца Болтунова, который срисовал, когда скелет, ну, мамонт еще полностью не разложился, его не съели животные, волки, медведи. Есть первый рисунок, поэтому описание полное. У шерстистого носорога тоже у нас есть сейчас уже, начиная вот 2008 года, когда нашли колымского носорога, есть полная онтогенетическая цепочка, то есть от рождения, ну почти от рождения, вот, есть скелетные останки и до половозрелой особи. То есть есть полное морфологическое описание, то есть мы уже знаем, как выглядело это животное, знаем, чем она питалась, в каких условиях она обитала, холодно или тепло ли, это все определяется, какой уровень снега был, какой был уровень, то есть, ну, запас травостоя, когда они, когда наступал брачный период, когда самка рожала детеныша и так далее, какой детеныш рождался, сколько у него длилась лактация, это все как бы, это все исследуется, и это все как бы нам уже известно. Но вот находки, уникальные находки последних нет, вот именно вот этот носорог, который у подростковый, он как бы замкнул вот эту цепочку онтогенетическую, которую вы нашли в АБЭ в прошлом году, мы его зимой привезли, и там, ну, я уже, как уже сказал, у нас уже определилась цепочка. Уникальные находки это пещерные львята, вот у Ян Индина, потом идет Борис из Спарта, это совершенно разновозрастные животные. Если у Ян Индина это детеныш от одной матери, да, и они по возрасту только-только родились. То есть мать их бросила, у них желудки пустые были, мать бросила, потом их завалила оврагом, они там умерли и сохранились в анаэробной среде, как я уже говорил, сохранились до наших дней. Спарта и Борис сперва думали, что это тот же брат и сестра, то есть Спарта это девочка, была определена именно изучением ДНК, вот. И думали, что они брат и сестра, потому что они были найдены под землей где-то на глубине 3-4 метра, на расстоянии 15 метров друг от друга. Вот. Но оказалось, что одному 27 тысяч, а одному 47 тысяч. То есть у них колоссальная разница именно. Из этого возможно, что там была, скажем, ну, временно, наверное, да, или постоянно, тем более столько тысяч лет, родильное место. Ну, как, допустим, у белых медведей есть места, где они приходят рожать. Ну, у многих животных это такое есть. И, возможно, вот эта вот река Терехтях, ну, в том виде, когда оно существовало в позднем плейстоцене, конечно, там ландшафты совершенно другие были, и, скорее всего, львы туда приходили рожать, возможно. Вот. Ну и что еще можно? Ну, находок таких уникальных, конечно, не очень много, но у нас есть много находок именно вот таких животных, как мышки, мумии мышки, мышей, вот этих полевок, да, вот, есть остатки рыси, остатки волков, вот этих всех животных. Есть мумифицированные зайцы, есть суслик мумифицированный, который собрал мамонтовую шерсть и там сделал гнездо. Прямо нашли с гнездом. Он там внутри лежал, раздавленный, правда. Но... И вот эта вот шерсть, она довольно-таки информативная, потому что из нее можно выводить ДНК какую-то, из нее можно найти паразитов каких-то и выйти на паразитологию. Из нее можно найти какие-то споропыльцу, какие-то датировать и уже выйти на климат, какие растения там росли, и впоследствии этого увидеть вот эти вот растения сейчас где растут, и какой там климат, и делать сразу сравнение. Вот, допустим, по-моему, там есть у нас вот наработка, то, что мамонтовая фауна обитала в очень схожем климате, как вот в Центральной Якутии.
Вот эти вот луга, вот эти вот, летом очень жарко, зимой очень холодно, вот так вот, резко континентальный нам называют. А не те условия, которые сейчас в тундре, там слишком сыро, слишком земля такая мягкая, то есть, да, главное, там нет травостоя, то есть многотысячные стада не могли там прокормиться. А в те года, допустим, в Каргинскую эпоху, это 30-40 тысяч лет назад, ну 20-30-40 тысяч лет назад, вот эти вот острова, Большой Ляховский, остров Жанетта, вот самые дальние острова, и Северная Америка, они были материком, одним большим материком, то есть Берингея была соединена, в верхней части, вот именно в северной части стоял огромный ледник. Ледник стоял на Северной Америке, вот знаете, где вот великие озера, там Гудзонские озера, вот это вот эти остатки ледников, там стоял огромный ледник, вот, и стоял ледник еще большой, ну, ближе к нашим широтам, там, где сейчас Норильск. Да, вот это вот средняя Россия, средняя полоса России, вот, там стоял большой ледник, но кроме этих ледников, из-за этих ледников уровень Мирового океана был довольно-таки низкий, примерно на 100 метров, по-моему, если я не вру, если я не ошибаюсь. И вот это вот, вся вот острова Большой Ляховский, вот это все, это было огромные пастбища, соединенные вот сверху, тоже вот это вот, с Европой, с Британией, все это было соединено, огромное, вот Средняя Азия, Япония, там все это был огромный материк. И вот этот материк, климат был схожий вот именно с центральной Якутией. И она позволяла расти огромному травостою, и из-за огромной территории, а мамонты, они были такие мобильные животные, которые, вот, допустим, поедают траву в одном месте, потом уходят, когда это все съедается, и пока они сделают круг и вернутся к этому месту, там уже трава восстанавливается. Таким образом, такой был цикл. Хотя не всегда было так, конечно, не только вот в конце позднего плейстоцена были такие ужасные условия климата, что аж мегафауна вымерла. Да? Нет, таких волнений было очень много, это циклично, потому что мамонты вымирали много раз, ну, то есть не вымирали, почти вымирали, они очень сильно размножались, потом они сокращались, но это в десятках тысяч лет происходило, конечно, не за пару лет. Но они восстанавливались именно из маленьких рефигиума, называется, маленькие островки, где они, допустим, тот же остров Врангеля, где вот последние мамонты были найдены где-то 4-3 тысячи лет назад. В это время там уже, туда уже люди пришли, вот палеоэскимосы на остров Врангеля, и, скорее всего, они перебили вот этих мамонтов, которые на островах измельчали, они как коровы были маленькие. Ну, не то, что чуть больше, конечно, но сильно измельчали, чем, допустим, не 3-4 метра высотой были. Вот. Они уменьшались, уменьшались вот, популяция. Потом, ну, почему они вымерли? Да, изменение климата, да. Потом говорят, а почему они не вымерли тогда, вот, например, 30 тысяч лет назад, когда тоже колебание очень было сильное. И тут вывод приходит, что популяция человека увеличилась, а человек охотился на мамонтов. Раньше думали, что, потому что мамонта убить, наверное, очень сложно с каменным орудием. Из ружья слона убить сложно. И была версия, что человек не мог на них охотиться, потому что были лошади, бизоны, да, олени, которых можно, куропатка, достать. Но оказалось, что в свете последних событий, которые вот у нас на островах мы работали 3 года, 4 года работали, там мы нашли скелет, который полностью был разделан человеком. Полностью был убит, мозг вытащили, там, с костей скоблили эти мясо, потом бивень они раздробили, сделали вот эти вот полуфабрикаты, скажем, чтобы для дальнейшего использования в быту, да, какую-то иголку сделать или наконечник что-то сделать. Все это они делали, это было 20 тысяч с чем-то лет назад, но это чисто геологическая датировка. Вообще мамонт Юка, он дал очень много для науки. И по реконструкции, как она погибла, мы узнали, что ее сперва пытались убить львы. Или убили львы. Нет, извиняюсь, они ее убили, потом съели вот эту вот боковую часть, вынули все органы и начали ее кушать. Съели голову, глаз съели. В это время подошли люди и прогнали львов. Они вырезали левый глаз, который уцелел, скорее всего, они его съели. Потом вырезали этот горб у мамонта, на шее и на грудных позвонках лежал огромный горб жировой.
Ну, это как у верблюдов, да, вот в пустыне они ходят, вот они там не кушают, не пьют, а именно вот тело пожирает, ну, питается вот этим жиром. У мамонтов тоже, у нас арктическая пустыня, то есть да, в холодное время там воды нет, еды мало, травы нет, и вот этот жир помогал им выживать. Жир располагался вот на шее, на горбу и на плечах. Ну, вообще мамонт был очень жирным. И юка, она молодая, скорее всего, жира у нее не так уж и много было, но все же они вырезали каким-то острым предметом кожу и вынули жир, и взяли жир с собой. То есть, получается, человек мог прогонять львов, то есть, да, он от них не убегал. Вот. Так, о чем я? Да, и именно гибелью, вымиранием вот этих животных мог стать древний человек, который стал интенсивно охотиться. Фактов об этом немного, но они есть. Это уже о многом говорит. Есть они и в Западной России, есть они и у нас в Якутии, на островах, если вот нашли. Так что можно так уже с уверенностью, ну, скажем, 90% сказать, что одной из самых значимых причин гибели вот этой фауны, мамонтов, да, являлся человек. А остальные, допустим, та же сайга, они очень такие чувствительны к изменениям вот этого климата. И если чуть снег больше падает, сайга вымирает, он замерзает просто. Лошади тоже, если она зимой она занимается тебеневкой, то есть, да, копает из-под снега. Если голова лошади, допустим, вот современная, уходит с ушами в снег, то все, она не выживает, она умирает просто. Ну, долго от этого она, то есть голова уже мерзнет, и ну, это один из факторов уже замерзания, то есть уже, допустим. Вот, ну, что еще можно сказать? Ну, о перспективах, если сказать, ну, палеонтология — это фундаментальная наука. Она изучается уже в России, изучается уже более 200 лет, ну, по крайней мере, мамонтовая фауна изучается уже более 200 лет, очень много наработок, очень много исследований, но, опять же, очень много вопросов, опять же, появляется. Ну, я бы хотел сказать, вот у нас, допустим, начиная с 90-х, да, вот я сам был школьником в 90-х, у нас таких технологий, как сейчас, не было. Это в течение каких-то 10-15 лет появились такие аппараты, да, то есть по развитию технологий человек шагнул довольно-таки далеко. Вот. И в науке тоже появились очень хорошие вот эти вот аппараты, новые технологии исследования. Вот, если раньше, чтобы датировать животное, надо было сжечь 3-4 килограмма этого животного. Как понимаете, с маленькими животными это вообще невозможно было. А сейчас нам нужно только 3 грамма, чтобы определить возраст. Ну, это правда, не везде в России делается, по-моему, там в нескольких местах только. Ну, за рубежом она уже давно работает, то есть у них более такие технологическая база очень сильная. Вот. Ну, вообще вот перспективы палеонтологии, они состоят именно вот этих создания, ну, естественно, вот этих технологий, но и вот создания IT-технологий. Потому что в статистических данных должны использоваться вот специфические программы, которые могли бы считать какие-то вот именно временные интервалы, ну, временную градацию, именно 3D реконструкция 3D ландшафтов и так далее, на написание каких-то программ, базы данных, да, допустим. Вот хорошо было бы, конечно, если бы была бы централизованная база данных международная, где бы вносили все палеонтологи мира, вносили бы свои данные туда, и это все бы рассматривалось в динамике, с датировкой, с анализами, там, со всеми данными. Вот. И все это было смотрелось бы в динамике, и это можно было бы воссоздать вообще развитие нашей планеты, допустим, на последние 50 тысяч лет. Да? Кроме того, очень слабо развита международная библиотека. Сейчас все вот эти вот хорошие публикации, именно значимые публикации, не все платные. И не всем ученым они доступны. Если есть гранты, то ты можешь получить доступ, но не у всех грантов, 99% грантов нету. Они изучают уже, как бы так сказать, на свои кровные, и купить вот эти временный доступ к такой библиотеке довольно-таки сложно. И если бы вот эти IT-технологии именно создали бы какую-то базу или какое-то соглашение вы пришли, потому что наука, она должна быть доступная, научная литература, она должна быть доступна, чтобы все, кто хотел, кто имеет навыки, кто хочет заниматься этим, могли бы
быстро найти доступ, быстро найти материал и на основе на этих материалов уже сделать свои какие-то выводы, свои наработки. А сейчас, допустим, делаешь на каких-то уже доступных статьях какие-то наработки, а потом, оказывается, платные, которые тебе не было доступно, там уже сделали что-то, и у тебя уже весь запал погасает, гасится. Ну, то есть у кого-то сильно гасится, у кого-то нет. Ну, вот таких нюансов очень много. И вот именно развитие вот этих технологий могли бы, развитие международной библиотеки, могли бы продвинуть палеонтологию, ну не только палеонтологию, вообще всю науку человечества, прям семимильными шагами, так можно сказать. Вот, допустим, есть вот эти вот документальные фильмы, кто-то смотрит вот эти, Discovery, да, вот эти вот National Geographic. Я вот видел, как они, вот BBC, допустим, да, я видел, как они работают. Они, ну, это не ученые, это все-таки журналисты, они гоняются за сенсацией. И все они ставят в другом цвете. Если ты расскажешь одно, они говорят другое. То есть они иногда выцепляют какие-то данные и вставляют в неверном цвете, допустим. Вот ученый сказал, значит, вот так вот. Типа. Вот. Поэтому документальные фильмы, они хорошие, конечно, они наглядные, но таких научных данных там нет практически. Единственный источник научных данных — это научные публикации. Есть научно-популярные публикации, они как бы вводят в курс дела, да, допустим, вот есть, оказывается, есть мамонтовая фауна, есть алерская фауна, допустим, да, там существуют такие-то животные, предки вот этих мамонтов, Таргантерио, допустим, или Архидискодон, а здесь существуют такие мамонты, они выбрали такого-то. Это первое. А второе, уже вот если человек заинтересовался этим, он уже начинает углубляться в тему, искать статьи в журналах, в статьях, в библиотеках. Ну, сейчас вот в интернете очень много статей выставляется. Конечно, некоторые статьи там довольно-таки нелегально выставляются, но ну, что есть, да, что есть. Если ты нашел, допустим, хорошую статью, начинаешь читать, и у тебя возникают вопросы, а почему это так? И смотришь литературу. А вот этот человек, который высказывает какое-то чье-то мнение, он обязательно делает ссылку на литературу. Смотришь ли литературу? А почему это так? А вот этот человек сказал вот так вот. Находишь его статью, смотришь на его статью, анализируешь. Нет, это не его мнение. Он, оказывается, пришел от мнения от этого человека. То есть да, собрал от 3 человек, допустим. И там уже есть ссылки на эти статьи. Находишь вот эти статьи, если это возможно. Вот видите, поэтому очень важно, чтобы вот эти статьи были бесплатными. И поэтому, если платно, это очень сложно это сделать. И уже у тебя уже прочитанными уже 3-4 статьи. И если у тебя запал, то есть ты не нашел то, что искал, ты уже идешь, и попутно уже изучаешь другие темы, уже, ага, вот это вот. И когда ты вот читаешь другого ученого, который этим занимался или занимается, у тебя уже образуется вот аналитическое мышление. Уже, ну, несколько авторов читаешь, анализируешь, и уже свое что-то выводишь из этого. Вот это и называется вот штудирование, вот именно научное изыскание. И на основе этой литературы уже, если есть свой материал, ты уже смотришь на свой материал, тот же труп, допустим, да, вот этого носорога. И уже в свете вот этих исследований, то, что они уже исследовали, ты уже в свете их уже начинаешь изучать свое и вводишь уже что-то свое, под своим именем, под своим авторством, вот, и обязательно ссылаешься на них. Я вот на базе вот этих людей сделал вот это. И чтение, конечно, это довольно-таки необходимая вещь, потому что без чтения нет науки. Ну, я не скажу, что я там прямо захлеб читаю все абсолютно. Нет, я читаю именно, допустим, нашли носорога, да, допустим. Мне есть интерес его изучить тоже. Я читаю именно всю литературу, которая связана с носорогами, с современными носорогами, с древними носорогами, с мамонтовой фауной. То, что смогу найти, я читаю, анализирую и уже потом приступаю к исследованию вот этого. Нет, пишется программа сперва, что должно изучить, что изучали вот эти авторы, и мы должны то же самое сделать и также сравнить, допустим, тот же череп, брать те же промеры, что у них, чтобы сравнить с их материалом, потому что у них, да, допустим, 20 носорогов, у меня 3. Я беру промеры 3 и сравниваю с их 20 носорогами, у меня уже наработка базы уже есть. У меня есть носороги, которые, ну, допустим, определяется самка, анализ, самка, возраст индивидуальный, то есть 3-4 года, 20 лет и так далее. То есть все изучается в сравнении с литературой, в сравнении с ранними работами. И так делается наука. Ну, и по крайней мере, вот я вот занимаюсь именно этим. Ну, наука, прежде всего, для меня это хобби, так скажем, это увлечение.
ну, вот прямо когда начинаю исследовать что-то, допустим, нашли какой-то череп, начинаешь его определять, это увлекает, это ну, увлечение сильное. Вообще, у меня первое образование техник программиста, создание булгарского учета, учился в ЕГТ, ну, в нынешнем, раньше был Сахоамериканский колледж. Вот. И у меня вот первое, когда вот после школы я хотел стать 3D-дизайнером, да, вот именно мультипликации и так далее. Но в то время, когда я изучал вот эти технологии довольно-таки были слабые, ну, 3D Max был, только пришел, там 3D Studio, вот эти программы только были, а остальное все было, основывалось на Windows 95, вот эти вот, да, и 93 даже. Вот. Ну, как-то у меня не срослось с этим, не мое было. То есть, ну, каких-то смотреть за компьютером, засечь, это вообще другое на самом деле. Вот. Ну и работал художником, я рисую, ну, как бы не то, чтобы я художник, но это тоже одно из увлечений детства, оно так и осталось. Вот, рисую всякие вещи, и тут у меня подвернулась работка в музее Мамонта. Вот, там рождались художники. Я поступил туда, но я художником практически не работал. Я сразу, они меня приняли как инженер-исследователя, скажем, и сразу в том же году я поехал на поле с ними. И уже там я увидел, что это такое, начал вникать. Мне был учителем доктор Петр Алексеевич Лазарев, мой руководитель Геннадий Георгиевич Байскоров, доктор наук, эти доктора, вот, Альберт Васильевич Протопопов, вот, мои учителя. И московские тоже, Мащенко, Евгений Николаевич, Владимир Ильич Жгалла, ныне покойный, Алексей Николаевич Тихонов, вот эти вот такие люди именитые, которые меня занимаются вот именно мамонтовой фауной. Вот. И вот это меня увлекло, и с тех пор, как бы сейчас не отпускает до сих пор. Ну, сейчас, конечно, запал немножко погас, потому что довольно-таки много уже изучено. Поэтому сейчас пытаемся найти что-то новое, что-то уникальное. Вот, да. Ну, в последние годы вот это нам, конечно, повезло, вот с альбятами, да, допустим, с этим, с носорогами. Вот это, и поэтому это скорее увлечение. И говорят же, вот именно работа должна вот именно увлекательной, ну, то есть увлекать не рутина это для меня. То есть, да, и ну, наука, она сама по себе. И тем более мне вот эта вот наука, именно стать ученым, привлекло, потому что ты можешь работать всю жизнь. То есть там нет пенсии. Когда мозги работают, голова работает, глаза видят, все, и как бы флаг в руки, можно хоть до смерти работать. Вот это я ну, как бы, привлекло в науке, скажем. Вот. Ну и, конечно, вот эти вот первые пионеры вот эти. Ну, для меня это вот Петр Алексеевич Лазарев, вот Байскоров, который был такой еще Егор Маевич Васильев, был хорошим другом, но он, к сожалению, не успел защититься, скоропостижно скончался, но он тоже для меня очень много сделал, показал именно в полевых условиях, как работать. Вот. Ну и теперь как бы я молодых натаскиваю своих уже, с которыми, ну, уже, скажем, натаскал, они сейчас уже сами ездят, сами изучают, сами участвуют в этих экспедициях, сами организуют эти экспедиции. Они сейчас, ну, как бы, занимаются уже своей, как бы, деятельностью. Ну, я являюсь экспертом Минкультуры Российской Федерации, и у меня сейчас, ну, такое направление сейчас у меня вот именно изучение бивней мамонтов. Именно их морфологические параметры и выводы из этих параметров размеров вот этих животных, потому что бивни бывают довольно-таки различных размеров, от маленького до великого, до 100 килограмм, и более. Поэтому вот это вот именно тайна, почему вот такой разнобой был вот этих бивней. И ну, это как-то, я думаю, полагается, как-то связано с климатом.